Проезд по городу на транспорте становится настоящим испытанием как для машины, так и для нервов водителя. Состояние городских дорог – тема, которая одинаково интересует и автомобилистов, и пешеходов. Глубокие и мелкие ямы, находящиеся на пути следования транспорта, опасны для дорожного движения. Разбитый асфальт, помимо всего прочего, приводит к частой поломке автомобиля. Ехать невозможно, если едешь впереди яма, сбоку машина в соседнем ряду, увильнешь в эту сторону. Я уже постоянно ходовую часть меняю несколько раз. Это очень было неудобно. И главное, такое расстояние между ямами, что не объедешь ни в одну сторону, ни в другую. Образовываются, конечно, неожиданные ямы. Машине вредят, людям вредят. Ну, порядок немножко, чистоту первым долгом надо соблюдать. И для отдыхающих тоже, если мы готовимся к курортному сезону, надо, чтобы порядок был везде. Большинство дорог пришли в негодность и требуют капитального ремонта. Проблемных участков с каждым днем становится все больше. Положить новое дорожное полотно пока не представляется возможным. Именно поэтому дорожные службы пытаются решать проблему частичным ямочным ремонтом. К устранению выбоин на проезжей части приступили еще на прошлой неделе. Сегодня уже начали латать дыры плотным горячим асфальтобетоном. Работы ведутся сразу на 12 улицах столицы. Это самые актуальные участки города, пояснил представитель госкомпании «Абхазавтодор» Анатолий Аршба. Всего на ямочный ремонт дорожный фонд выделил 2 миллиона 700 тысяч рублей. В этом, как говорится, году запланирован вот этот ямочный ремонт по внутригородские улицы. Это улица Ардзенба, улица Лакоба, улица Дбар, улица Эшба, Дзидзарья. В общем, около 12 улиц, которые нужно отремонтировать. Ямочный ремонт. Приступили мы к работе уже где-то приблизительно около недели. Обработка старого асфальтобетонного покрытия. И сегодня вот начали, как вы видите, укладку асфальта. Уже через пару недель дороги приведут в порядок. Конечно, это временная мера. Может быть и недолго, но водители будут ездить в более комфортных условиях. Сима Аргун, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.